Высоко в горах Северной Осетии обитает удивительной красоты бабочка Аполлон. Создание совершенной красоты с белыми нежнейшими крыльями, недолговечное и неуловимое, как юные весенние ветры, как дыхание клевера на сумеречных лугах. Высоко-высоко взлетела она, чтобы обрести яркие краски и стать эмблемой нашего фестиваля, символом красоты, искусства, танца. Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер! Вот и подошел к концу 4-й международный фестиваль детских хореографических коллективов «Танцевальное шоу Кавказа. Танец дружбы». Он был также быстротечен и стремителен, и также красив и многоцветен, как полет бабочки. Эти несколько дней подарили всем зрителям и гостям фестиваля море незабываемых впечатлений, яркие эмоции, интересные встречи. Благодаря участникам нашего фестиваля мы окунулись в атмосферу праздника, гармонии, красоты и творчества. Обрели новых друзей, единомышленников, узнали еще раз, как все-таки много общего у нас. Это удивительное событие вновь раскрыло перед нами всю самобытную красоту национальных культур. В этом году Владикавказ встречал 19 хореографических коллективов из республик Северного Кавказа и Закавказья, стран ближнего и дальнего зарубежья. Мы надеемся, что сердца наших гостей долго будут хранить свет добра и любви, которыми их одарила гостеприимная земля Осетии. Фарнум базурат жнархуаждетама албонагаш сауд. Кош музыка, расшухд, артивак ахорантайфышт музыка, ма ардам ал республикатай сафашиват арбамбард, удона юлдар амбаранс тынгхорш, уман я ахошаг у кафт, кафагадам зурнс ювулдар ювжагал, нр сыппарамаж, ирштомма арсаунс ша больница гдашни адравдишимма бира курдячын шабита, ама заujықау кафан фаштыл дидинагау райхалы Кавказы хаштаг ама дарт фашаранты адамты хореографион шфалдыштад. Сегодня в нашем зале присутствуют гости. Члены Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации. Председатель парламента Республики Северная Осетия Алания Алексей Васильевич Мачнев. Республики Северная Осетия Алания. Глава муниципального образования города Владикавказа Белла Темирсултановна Икоева. Глава администрации местного самоуправления города Владикавказа Сергей Шамильевич Дзантиев. Мы также приветствуем на нашем праздничном мероприятии гостей из различных регионов Северного Кавказа. Дорогие друзья, на сцену для приветствия приглашается председатель парламента Республики Северная Осетия Алания Алексей Васильевич Мачнев. Дорогие друзья, бег времени становится неумолим, когда происходят интересные события. События, которые хочется смотреть вновь и вновь. И тот концерт, который мы с вами видели, будем смотреть, который сделали для нас дети, это действо, это спектакль. Качество происходящего определяют участники. И наши дети показали прекрасные танцы, интересные произведения. Оценку дают жюри и зал. Своими аплодисментами вы дали высокую оценку происходящему. Проходит 4-й фестиваль, 4-й. И границы этого фестиваля значительно увеличиваются. Они простираются уже сегодня от Японии до Красноярска, от Крыма до Южной Осетии. Если еще раз прочитать название фестиваля «Танец дружбы», какая короткая,
емкая, но в то же время содержательная фраза. Танец, благодаря которому наши дети показывают, как надо дружить, как надо любить, как надо ценить, как надо уважать друг друга. Тогда не будет места для войны, тогда не будет места для распри, для раздоров. От имени главы Республики Северная Осетия Алания, от имени парламента республики я сердечно приветствую наших гостей, членов Совета Федерации. Я приветствую жителей нашей большой и прекрасной республики. Я хочу пожелать нашим маленьким друзьям, участникам фестиваля только побед, но победа бывает одна, а все мы становимся участниками или соучастниками прекрасных событий. С праздником, удачи и успехов вам! Спасибо. Дорогие друзья, мы приглашаем на сцену главу муниципального образования город Владикавказ Беллу Тимирсултановну Икоеву. Уважаемые гости, дорогие друзья, вот и завершается ставший традиционный 4-й международный фестиваль детских хореографических коллективов «Танец дружбы». Дорогие участники, являясь посланцами мира, городов, республик, государств, вы вот уже 4-й год наполняете наш город особой атмосферой радости, любви, музыки, танца. Спасибо вам огромное за это. Танцевальное искусство – древнейшее из искусств. И, конечно, наши участники языком танца на этой сцене рассказывали нам об истории, обычаях и традиции своего народа, своей страны. Это не японский, не киргизский, не грузинский и не армянский язык. Это яркий, выразительный язык, которым дети, общаясь друг с другом, говорили о своих чувствах, о своих переживаниях, о том, как хотят дружить. И это самое важное. Вы знаете, действительно, я еще раз повторю, дети говорили о том, что их волнует. Все ребята, я уверена, что все зрители хотят мира, единства, хотят учиться танцевать, ездить друг к другу в гости. И мы, взрослые, этого очень хотим. На первом фестивале было действительно всего 6 участников. Сегодня 19 представляющих планету. Они говорят на одном языке, понимая друг друга. Только-только прошли мероприятия, отгремели салюты, посвященные 69-й годовщине Великой Победы. В чем связь? Дорогие дети, вы сила. Сила любого государства, любого народа в единстве и дружбе. Так жили наши деды, отцы, так побеждали, так строили жизнь. И здесь, глядя на вас, я уверена, что ни у кого никогда не поднимется рука разрушить этот яркий, прекрасный мир. Участники первого фестиваля за 4 года уже подросли. Подрастете, дорогие, и вы. Но вычеркнуть из памяти ту атмосферу мира, единства, любви никогда невозможно. Вы пронесете это по жизни, будете передавать из уст в уста. И, понимаете, это вот смысл нашего фестиваля, который стал уже символом взаимопонимания и взаимоуважения. Все это стало возможным благодаря устроителям фестиваля. Конечно же, это поддержка и участие прежде всего главы нашей республики Таймураза Замбековича Мамсурова,
председателя парламента Алексея Васильевича Мачнева, председателя правительства Сергея Керменовича Такоева. Дорогие друзья, то, что мы все с вами на правильном пути, танцуя, познавая друг друга, радуясь друг другу, говорят и наши гости. Это делегация членов Совета Федерации во главе с заместителем председателя комитета Виктором Алексеевичем Лопатниковым. Дорогие сенаторы, для нас это честь, что в год культуры вы провели очень важное мероприятие, посвященное вопросам культуры именно у нас, во Владикавказе. Но ваше присутствие на этом фестивале, оно придает еще большую уверенность тем молодым участникам в завтрашнем своем дне. Спасибо вам за это. От имени руководства республики, руководства города, большое спасибо руководителям городов, республик, стран, которые нашли возможность, доверили и направили к нам своих детей. Спасибо огромное руководителям, которые подготовили такие замечательные коллективы. Низкий поклон за ваш труд. Особая благодарность нашему высокому жюри, всему составу, все профессионалы. Огромное спасибо. Вам, Моисеев Владимир Борисович. Вы не только оценивали уровень подготовки коллективов, но и щедро делились тайнами танцевального мастерства. Вы знаете, готовить себе замену – это удел талантливых, великих мастеров. Хвала вам за это. Особая благодарность, конечно же, вам и вашему коллективу за концерт. Мы приносим свои извинения за этот зал, за стесненные условия, в которых вы танцевали. Но я надеюсь, что у нас будет красивый концертный зал. Но и тем не менее, на этой сцене вы, сменяя один танец с другим, раскрывали величие и красоту русской души. Это главное. Но и другое главное. Спасибо за тех мальчишек и девчонок, которые благодаря вам прикоснулись к высокому искусству танца. Спасибо вам еще раз. И, конечно же, огромное спасибо идейному вдохновителю этого фестиваля Сергею Шамилевичу Дзанти. Сергей Шамилевич, ваша идея, она зародилась, она проросла, она стала традиционной и получила международный размах. Дерзайте дальше. Команда помощников, команда вложила душу, отработала очень слаженно, поэтому и получился праздник. Огромное спасибо руководителям учреждений, которые взяли шефство над нашими гостями. Спасибо представителям общественного питания, транспорта, врачам, от которых зависел быт наших гостей. Конечно же, спасибо правоохранительным органам, которые обеспечили нашу безопасность. И многим другим, кто участвовал в этом мероприятии, кто отдавался сполна, и у нас получился праздник. Организаторы фестиваля постарались, чтобы ребята посмотрели сказочную природу, познакомились с исторической историей нашего народа, прикоснулись и познакомились с мастерами искусств и хотели вернуться к нам снова. У Владикавказа юбилей. Городу воинской славы 230 лет. И нам есть чем гордиться.
Это город легендарных военачальников, писателей, историков, артистов. Это город Валерия Гергиева, Вероники Дударовой, Светланы Адырхаевой, Моисеева Владимира Борисовича и всех участников сегодняшнего фестиваля. Владикавказ всегда старался быть культурным центром Северного Кавказа, где более 100 национальностей жили в мире и согласии и всегда были рады гостям. Глядя на то, что происходит вот несколько дней во Владикавказе, глядя на этих красивых ребят, оплот нашего будущего, сердце переполняется гордостью за республику, за Россию. И я очень надеюсь, дорогие наши участники, когда вы вернетесь домой и с большой радостью и удовлетворением расскажете, что мы станцевали в городе Владикавказе лучший танец, танец дружбы. До свидания, фестиваль. Спасибо всем. И вот, наконец, подошел самый главный момент нашего фестиваля. Мы все, и участники, и зрители, волнуемся в ожидании того, что сейчас будут объявлены победители и призеры танцевального состязания. Итак, дорогие друзья, мы начинаем торжественную церемонию награждения участников 4-го международного фестиваля детских хореографических коллективов «Танец дружбы». На сцену приглашается ректор Северокавказского федерального университета Алина Апакоевна Левицкая. Итак, дипломом за сценическое обаяние самым юным участником награждается Атагимов Рустам, ансамбль «Молодость Кавказа», Республика Дагестан, город Махачкала. Вот этот самый юный участник. Само сценическое обаяние. А вот и руководитель. Браво! Браво! Марьям Караева, образцовый хореографический ансамбль национального танца Мингитау, Кабардино-Балкарская республика, город Нальчик. Дипломом солистки ансамбля награждается Абидова Фатима, народный хореографический ансамбль «Ридада», Карачаево-Черкесская республика, город Черкесск. Тативик Баваян, танцевальный коллектив «Они»,
художественный руководитель Эдуард Хачатрян, Республика Армения, город Ереван. Дипломом солиста ансамбля награждается Джамалдинов Нурлан, образцовый хореографический ансамбль национального танца Минги Тау, Кабардино-Балкарская республика, город Нальчик. Алина Покоевна, огромное Спасибо. спасибо вам. Цветы. Ну а мы продолжаем, дорогие друзья, и на сцену приглашается заместитель министра внутренних дел Российской Федерации по Республике Северная Осетия Алания Рамонов Эльбрус Георгиевич. Министерство внутренних дел учредило 2 приза, которые они вручают детскому образцовому ансамблю народного танца «Черноморочки», Крым, город Ялта. Пожалуйста, руководитель ансамбля «Черноморочки» или представитель ансамбля. Также награждается народный хореографический ансамбль Дворца детского и юношеского творчества «Калейдоскоп», город-герой Севастополь. Ансамбль «Калейдоскоп», Крым, город Севастополь. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Наша церемония продолжается. И сейчас с удовольствием приглашаем на сцену члена жюри Ковтун Александра Владимировича, заслуженного артиста Российской Федерации, доцент, лауреат премии правительства России, заведующий кафедрой искусства хореографа Института танца Государственной академии славянской культуры. Дипломом за лучшую авторскую балетмейстерскую работу награждается народный артист России Зелимхан Козаев, Республика Северная Осетия Алания, город Владикавказ. Дипломом как лучший руководитель творческого коллектива награждается Амарова Гульнар, почетный работник образования Республики Казахстан.
Спасибо огромное. Наши искренние поздравления. И цветы, конечно же, цветы. Спасибо огромное вам. Александр Владимирович, спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, церемония награждения продолжается, и сейчас на сцену приглашается заместитель министра культуры Республики Северная Осетия Алания Сослан Тасултанович Мамсуров. Дипломом за мир и дружбу и призом от жюри награждается детский образцовый ансамбль народного танца «Черноморочки», город Ялта. Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Крыма и Украины Юдина Татьяна. Дипломом за сохранение народных традиций награждается детский ансамбль танца «Ирон», художественный руководитель Диана Хугаева, Республика Южная Осетия, город Цхинвал. Дипломом за объединение культур и призом от жюри награждается балетная студия «Лилия», художественный руководитель Канагава Лилия, Япония, город Киото. Спасибо огромное. Спасибо. На сцену приглашается заместитель председателя правительства Республики Северная Осетия Алания Рустем Казбекович Келексаев. Дипломом третьей степени в младшей возрастной группе награждается детский образцовый ансамбль песни и танца «Таберик», художественный руководитель, отличник народного образования Республики Киргизия, отличник культуры Республики Киргизия, Аракельян Ольга, Кыргызская республика, город Бишкек. Дипломом третьей степени в младшей возрастной группе награждается
Хореографическая студия ансамбля танца «Казань», группа «Езгуль», художественный руководитель Нигина Ахмадулина, Республика Татарстан, город Казань. Дипломом третьей степени в младшей возрастной группе награждается танцевальный ансамбль «Айсель», художественный руководитель Алиева Ирада, Республика Азербайджан, город Баку. Спасибо огромное. Спасибо. Дорогие друзья, на сцену приглашается председатель Совета ветеранов Республики Северная Осетия Алания, генерал авиации Султан Наликович Каболов. Дипломом второй степени в младшей возрастной группе награждается образцовый хореографический ансамбль национального танца «Минги Тау», художественный руководитель Анахаев Мурат, Кабардино-Балкарская республика, город Нальчик. Дипломом второй степени в младшей возрастной группе награждается учреждение образования, Государственная гимназия, колледж искусств, образцовый хореографический ансамбль «Веснушки», художественный руководитель Ирина Смирнова, Республика Беларусь, город Могилев. Дорогие друзья, каждый из нас любит свой дом, свою семью, своих близких. Белорусы мне очень близкие. 89-91 годы, был каким-то военным руководителем, членом военного совета армии противовоздушной обороны, которая прикрывала войска на территории Белоруссии и Прикарпатского военного округа. Мои внуки до сих пор в Белоруссии и носят звание гражданина Белорусской Республики. Мне очень приятно нашим обаятельным гостям, которые заняли такие высокие места, вручить, где они находятся, вот они, вручить эти награды и пожелать вам всего самого-самого доброго. Какие вы беленькие, обаятельные, симпатичные. Дай Бог вам светлой жизни.
Дорогие друзья, сейчас Бела Тимир-Султановна закатила такую речь, что, наверное, никто не остался безразличным. И на самом деле она так умно, тактично, логично преподнесла все, что у нас в Осетии, тот настрой, атмосфера та, которая существует в Осетии, позволяет сегодня руководителям всех рангов проявлять творчество, умения, не боясь, не оглядываясь совершенно никуда. Руководители города именно так поступают. Я думаю, что в Осетии руководители министерств и ведомств, руководители районов поступают таким же образом. Но я хотел бы сказать, обратите внимание, товарищи, сегодня мы находимся на 4-м международном фестивале творческих коллективов молодежных. Проводится танцевальное шоу «Кавказ», танец дружбы. Только что отметили 69-ю годовщину победы в Великой Отечественной войны, и ветеранская колонна совместно с молодежью прошли от Владикавказа до Илхотовских ворот, где враг был остановлен, уничтожен и отброшен назад. И мы там провели митинг дружбы, а здесь проводится танец дружбы. Так что, дорогие друзья, старшее поколение веками были и будем связаны с молодежью. Удачи всем, дорогие друзья. Мира и добра вам. Спасибо всем организаторам. Спасибо, Салтан Аликович. Спасибо. Дорогие друзья, на сцену приглашается заместитель председателя парламента Республики Северная Осетия Алания, руководитель фракции «Единая Россия» Людмила Харитоновна Токаева. Итак, дипломом первой степени в младшей возрастной группе награждается ансамбль танца «Ирон», художественный руководитель Диана Хугаева, Республика Южная Осетия, город Цхинвал. Дипломом первой степени в младшей возрастной группе награждается народный хореографический ансамбль Дворца детского и юношеского творчества «Калейдоскоп», художественный руководитель, отличник образования Украины Валерий Жигулин, город-герой Севастополь. Спасибо, Людмила Харитоновна. Спасибо. Спасибо. Людмила Харитоновна, одну минутку. Джигит, Одну пожалуйста. минутку, да. Забыли букет. Спасибо огромное. Мы продолжаем и сейчас вновь приглашаем на сцену для церемонии награждения председателя парламента Республики Северная Осетия Алания Алексея Васильевича Мачнева. Дипломом лауреата первой степени в младшей возрастной группе награждается народный хореографический ансамбль «Рида-да»,
художественный руководитель, народный артист Абхазии и Карачаево-Черкесской республики Тания Валерий. Карачаево-Черкесская республика, город Черкесск. Друзья, это коллектив, который обладает культурой сценического обаяния, культурой исполнения хореографического наследия, выученностью, знанием хореографической лексики. Друзья, все, что я хотел сказать, я уже сказал. А вот свое отношение к происходящему я хочу выразить конкретным действием. И от имени и по поручению моих друзей-депутатов я хочу вручить телевизор. Да, конечно. Пожалуйста, вернитесь на сцену. Валерий, Тания, пожалуйста. Карачаево-Черкесская республика, ансамбль «Ридада». Спасибо огромное. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем. И сейчас на сцену приглашается член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Бату Сергеевич Хасиков. Дорогие друзья, дорогие гости, добрый вечер. Я хотел бы поделиться своими ощущениями по поводу проведения такого большого фестиваля, в котором участвуют дети. Когда-то и я в детстве также занимался народными танцами, также участвовал в различных фестивалях, и я помню эти яркие ощущения, что мне это дало, о чем я в этот момент мечтал, сколько людей это смотрело, это видело, нас поддерживали, радовали за нас. И вот сегодня то, что происходит здесь, в Северной Осетии, на этой гостеприимной земле, это очень важно, и я хочу выразить благодарность от всего сердца всем тем людям, которые участвовали и внесли свою лепту в организацию этого события. Ну и хочу поздравить всех детей, дети, которые дарили здесь нам радость, дарили свою детскую непосредственность. И я хочу им пожелать, как говорят у нас в Калмыкии, белой дороги, чтобы все их мечты исполнялись. Спасибо. Спасибо. Итак, дипломом лауреата 3-й степени в младшей возрастной группе награждается танцевальный коллектив «Они», художественный руководитель Хачатрян Эдуард, Республика Армения, город Ереван. Статуэткам, цветы, подарки.
Дорогие друзья, дипломом лауреата третьей степени в младшей возрастной группе награждается ансамбль «Молодость Кавказа». Художественные руководители Альбина Джаватова и Расул Солтангишиев, Республика Дагестан, город Махачкала. Дипломом лауреата второй степени в младшей возрастной группе награждается образцовый хореографический ансамбль «Шолпан», художественный руководитель, почетный работник образования Республики Казахстан Гульнар Амарова, Республика Казахстан, город Караганда. Спасибо. Наше поздравление. Бату Сергеевич, спасибо вам. Спасибо вам. Итак, дорогие друзья, на сцену приглашается член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Галина Григорьевна Николаева. Итак, дипломами второй степени в старшей возрастной группе награждается ансамбль народного танца «Субботея», художественный руководитель Пянзина Татьяна, Ставропольский край, город Ставрополь. Дипломами первой степени в старшей возрастной группе награждается хореографическая студия «ЛИИК» при Государственном ансамбле народного танца «Ингушетия», художественный руководитель, заслуженный артист Республики Ингушетия Ахмед Оздоев, Республика Ингушетия, город Назрань. Спасибо огромное. Спасибо. Галина Григорьевна. А мы продолжаем. Дорогие друзья, на сцену приглашается заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Алексеевич Лопатников.
Дипломом лауреата третьей степени в старшей возрастной группе награждается образцовый хореографический ансамбль «Шолпан», художественный руководитель, почетный работник образования Республики Казахстан Гульнар Омарова, Республика Казахстан, город Караганда. Спасибо. Дипломом лауреата второй степени в старшей возрастной группе награждается народный хореографический ансамбль Дворца детского и юношеского творчества «Калейдоскоп», город-герой Севастополь, художественный руководитель Валерий Жигулин. Дипломом лауреата второй степени в старшей возрастной группе награждается детская хореографическая студия народного танца «Майкопчанка», художественный руководитель, заслуженный работник культуры Адыгеи и Кубани Амирбий Кулов, Республика Адыгея, город Майкоп. Дипломом лауреата первой степени в старшей возрастной группе награждается образцовый детско-юношеский ансамбль администрации местного самоуправления города Владикавказа «Владикавказские Аланы», художественный руководитель, народный артист Российской Федерации Зелимхан Козаев, Республика Северная Осетия, Алания, город Владикавказ. Наше поздравление, Виктор Алексеевич, спасибо вам огромное. Спасибо. Ну, дорогие друзья, приближаемся к самой главной интриге нашего фестиваля. И сейчас на сцену приглашается председатель жюри Владимир Борисович Моисеев, заслуженный артист России, народный артист Республики Северная Осетия, Алания, заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики. Гран-при фестиваля в младшей возрастной группе удостоен государственный детский ансамбль песни и танца «Даймох» имени Махмуда Эсэмбаева, руководитель, народная артистка Чеченской Республики, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики Айза Ахмадова, город Грозный.
Спасибо. Дорогие друзья, гран-при фестиваля старшей возрастной группе удостоен ансамбль песни и танца Грузии «Эрисиони». Художественный руководитель Леван Кублашвили, Республика Грузия, город Тбилиси. Еще раз поприветствуем ансамбль Даймок и ансамбль Эрисиони. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.